После России, естественно, я не сразу приехала в Поридж. Наверное, для меня это было бы чересчур после города в 14 миллионов переселиться в город в 30 тысяч. Поэтому 1 год я прожила в Загребе. В Загребе мне было отлично, пока не было детей, действительно маленьких. Сейчас же точно могу сказать, что с маленькими детьми вот в таком небольшом месте, как Поридж, особенно на море, гораздо удобнее. Во-первых, все близко. Во-вторых, более тесный круг общения. Значит, действительно, нам все здесь недалеко, и мы гораздо больше успеваем, чем могли, например, в Загребе. Сейчас мы живем на прекрасной позиции, и все свободное время, которое, естественно, проводим с детьми, очень удачно складывается, поскольку нам совсем недалеко пешком до садика. Мои дети еще ходят в садик, им 4 и 6 лет. Ну и, естественно, третий член моей семьи – это Полли. Совсем необычная собачка, которая, к сожалению, парализирована, но свою целую жизнь живет на колесиках и прекрасно справляется. На самом деле тяжело было первых 2 года, пока дети были совсем маленькие, но, наверное, я не совсем стандартная мама в том плане, что мои дети фактически с 5-го дня своего рождения в зале. То есть у нас здесь в Поридже нет ни бабушек, ни дедушек, поэтому они везде со мной, везде с нами. И не могу сказать, что сильно моя жизнь как-то изменилась с их рождением. Значит, они сейчас тоже тренируются, также посещают со мной соревнования, привыкли к такому ритму жизни. Dobro, kako sablje se drži? Ne ovo, gledaj. Samo sekundicu. Ne ovo. Tako, ne smije. Tu. A to je jako dugo. Zato ja ti uvijek kažem, dobro, šaku van. Tu je, nema veze, dalje mač, dalje sablje ovdje. Lijevu nogu. To te stavi. To moraš držati, nema tu ruku. Tu je ruka. Когда мы только переехали в Поридж, в клубе было, наверное, максимум 10 человек. Предыдущий тренер не хотел работать с детьми, но надо понимать, что Поридж достаточно специфичное место с маленьким населением, но при этом огромный выбор спорта. Значит, есть и гандбол, и футбол, действительно все для детей. И поэтому единственные перспективные направления – это именно работа с детьми, чтобы с младых ногах привлечь их в спорт и показать им все прелести фехтования. Конечно, не все любят футбол, не все любят гандбол. Всегда найдутся индивидуальные спортсмены, которые хотят тренироваться и соревноваться именно в индивидуальном виде спорта. И поэтому для них фехтование – прекрасный выбор. Тем более, что за последние 5 лет, благодаря нашим результатам, благодаря детям, которые уже давно тренируются, появляются и новые. Значит, дети рассказывают в школе, в саду своим друзьям, как хорошо на фехтовании, показывают медали с соревнований, которые они зарабатывают, показывают кубки. Естественно, мы всегда публикуем наши результаты в газетах, в местных, в интернете. И поэтому потихоньку вести о фехтовальном клубе, о том, что он вообще существует, о том, что он работает, все шире и шире. A tak simultane. Gledaj, ispad nije ovo. Ispad je veliki i da ostaniš. Da ako se fulao, možeš se zatvoriti i pokreći čas. Pred? Ale. Я долго занималась художественной гимнастикой, но 90-е годы в России были очень тяжелые, и поэтому мой клуб, к сожалению, закрылся. И в сентябре месяце, когда только началась школа, мой будущий тренер пришел только в одну школу, только в 1 класс и обещал всем фехтование и бассейн. Собственно говоря, мы с моей подружкой пошли на фехтование только из-за бассейна. Мы понятия не имели ни что такое фехтование, нигде, никогда его не видели. Но нам очень понравилось, и сейчас и она, и я работаем как тренеры.
В моем городе очень сильные традиции фехтования. То есть мой тренер сейчас, у него есть и чемпионы мира, чемпионы Европы, а я была для него первая генерация. Но и с ним мы добились хороших результатов, то есть я была и в сборной России, и поэтому та школа, которая была заложена в моем родном городе и моем родном тренере, она помогает мне сейчас. Ko je spreman, može se kopčiti, ale mali ćeš suditi njima. Vidiš? To je to. Dok ne ispružiš ruku, nema ništa. Наш малый мочеволочki klub zajedno sa Hrvatskim mочеволочkim savezom ušao u veliki posao koji se zove Europsko juniorsko kadetsko prvenstvo 2020 u veljači, krajem veljače, početkom ožujka i svjetsko veteransko prvenstvo, to je krajem 10. mjeseca. Za nas to je stvarno veliki izazov jer smo mali klub, ali želimo napraviti na koliko mogući bolji način da svi znaju da je Poreč Mačevalački grad. Mijenite se, imate par. Stavaj palicu. На самом деле родители нас не, скажем так, не спрашивали, а направили, да, мы все, и я, и сестра, и мой брат, закончим юридический факультет, поскольку считали, что с дипломом юриста можно работать на былой позиции, а вот с другими дипломами сложно. И тут, спустя много лет, я с ними абсолютно согласна. После того, как закончила университет, я 10 лет проработала в Москве. И благодаря современным технологиям абсолютно не требуется оставить все, запаковать чемодан и уехать в другую страну. Можно продолжать работать удаленно через интернет, чем я и занимаюсь. У меня остались еще со времен России мои клиенты. Это несколько достаточно больших фирм, которым не нужен юрист физически в офисе и который может работать удаленно. Я думаю, что абсолютно неважно, где я помогу составить договор или посмотреть какие-то документы, я могу спокойно это делать в Хорватии и за своим компьютером. В России нет понятия 8-часовой рабочий день. Редко кто приходит и через 8 часов закрывает дверь и идет домой. Особенно в Москве все привыкли работать по 10, 12, 14 часов в зависимости от того, сколько у вас есть работы. Значит, поэтому мои, скажем так, профессиональные рабочие навыки, они отличаются. Я не научена идти, например, в кафе или еще на какие-то виды отдыха. Я научена работать, поэтому для меня абсолютно никакой не проблема и заниматься правом, и заниматься фехтованием, и сейчас в настоящий момент организовывать большие соревнования в Поречи. Все возможно, и все можно, было бы желание. Će malo lakše. Evo, možeš još jabuku? Ovo je najveće. Ovo nam je gospođa. A Zenica mora puno jesti jer Zenica će na proljeće dobiti malo. Сейчас мы на ранчо у моей подруги. Она занимается фехтованием и современным пятиборьем. И это целый ранч, на котором у нее 6 или даже 7 коней. И мы с удовольствием приезжаем сюда с детьми, чтобы, во-первых, покормить лошадок. Это целый процесс.
накормить их морковкой, накормить яблоками, ну и потихонечку осваивать азы верховой езды. Значит, понятно, что мои дети еще пока маленькие, но они тоже с удовольствием могут немножко покататься на лошадках. Ну и плюс здесь мы видим огромное количество маслин. Это очень старые маслины, которые были посажены, я думаю, больше, чем 70-80 лет назад, и которые мы скоро будем приводить в порядок. Если честно, когда я переехала в Поридж, сбылась моя мечта. Всегда хотела заниматься, на русском бы было, сельским хозяйством, в том плане, что что-то сажать, что-то выращивать. И последние 2 года активно занимаюсь маслинами в том плане и участвую в сборе, который идет почти 1,5 месяца, и научили меня обрезать маслины, придавать им форму. Так что вот эти маслины ждут своего часа, и весной будем приводить их в порядок. Тут еще совсем недавно, несколько лет назад, был лес, который моя подруга очистила и привела в порядок, и теперь это настоящий рай для лошадей и детей. Поначалу было очень сложно привыкнуть на жизнь в Поридже. Например, я совершенно городской ребенок, и для меня отсутствие центрального отопления было шоком, что необходимо каким-то образом обогревать дом, и потребовалось мне, наверное, 2 года, чтобы привыкнуть. Это был первый шок. Второй, не шок, второй, понадобилось еще больше времени, где-то 2-3 года, чтобы привыкнуть и узнать люди здесь. Как любое маленькое место, понятно, что сейчас все знают обо всех, и сейчас мне гораздо легче, поскольку в той или иной проблеме, в той или иной ситуации я знаю, к кому обратиться. Значит, первые 2 года этого не было, и когда не знаешь, достаточно сложно жить в таком маленьком месте. Сейчас, когда я привыкла, во-первых, к менталитету истриан, который абсолютно другой по сравнению с загребчанами и с русскими, естественно. Сейчас, когда я о них узнала, мне комфортно и очень удобно. На самом деле я никогда в жизни ничего не планирую, поскольку все происходит само, и это гораздо интереснее. На самом деле я в 20 лет даже не представляла, что уеду жить куда-то за границу. Сейчас точно знаю, что следующий год, 2, 3 я в Поридже. На сегодняшний момент меня устраивает абсолютно все. А куда жизнь занесет позднее, кто знает. Пока меня все устраивает, и если бы удалось здесь как-то расширить сферу деятельности как профессионального юриста и с тем же сельским хозяйством, я была бы очень рада, и я бы вряд ли искала что-то другое. Могло быть немножко в Поридже потеплее, искренне скажу. Да, я иногда зимой все-таки продолжаю замерзать, как и в России. И меня очень часто спрашивают: ну ты же из России, почему тебе холодно? Ну, поэтому я сюда и переселилась, что хотела быть близко к морю, близко к горам, близко к природе и наслаждаться жизнью, поскольку в Москве того темпа жизни, который я прожила в течение 10 лет, мне, наверное, было достаточно. Я и здесь не останавливаюсь на месте, а живу полным, как кажется, 100 на сад. Но, конечно, здесь гораздо приятнее и комфортнее, чем в той же Москве. Москва хороша карьеру, Поридж и Хорватия отличные для жизни.